Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале Софина. В студии Наргиз Касымова о главных событиях дня к этому часу. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел кадровые изменения в ряде государственных органов. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для беседы кадры, назначенные на руководящие должности в Министерстве иностранных дел, Правлении Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан, Амонатбанк, исполнительном органе государственной власти города Душанбе и других государственных структурах и органах. Указами президента Республики Таджикистан и постановлениями правительства страны Низамеддин Зохиди освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел и назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран. Нозир Хусрав освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Арабской Республике Египет и назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан. А Кодири Ардашир назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Малайзии. Постановлениями правительства Республики Таджикистан Сайфзода Шахло и Резвонзода Вердаус назначены заместителями председателя правления Государственного банка Амонатбанк. Сайрам Бакозода назначена заместителем председателя комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан. Мирзозода Ардашир заместителем начальника службы государственного надзора за безопасностью работ в промышленности и горному надзору при правительстве Республики Таджикистан. Постановлениями правительства Республики Таджикистан Бобозода Хакимшо назначен директором государственного учреждения Фонд поддержки предпринимательства при правительстве Таджикистана, а Назирмадзода Бахтиер первым заместителем директора Агентства по развитию экспорта при правительстве Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 20 Конституционного закона Республики Таджикистан о местных органах государственной власти дано согласие на освобождение от должности первого заместителя председателя города Бухтар Хатлонской области Гурезода Умеда и назначение его на должность заместителя председателя города Душанбе. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Нозира Хусрава от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Арабской Республике Египет. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Нозира Хусрава от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Арабской Республике Египет и по совместительству чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Южноафриканской Республике, чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия, чрезвычайного полномочного посла Республики Таджикистан в Алжирской Народно-Демократической Республике и чрезвычайного полномочного посла Республики Таджикистан в Королевстве Марокко в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 10 апреля 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Мухаммадзе от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Малайзии. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Мухаммадзе Музафара Мунаварзода от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Малайзии в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 10 апреля 2019 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года об освобождении Зохиди от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Зохиди Низамеддина Шамсиддинзода от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года об освобождении Саидзода должности первого заместителя председателя правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Саидзода Амирджона Бозор-Али от должности первого заместителя председателя правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года об освобождении Махмудзода должности заместителя председателя правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Махмудзода Бахтиера должности заместителя председателя правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года об освобождении Бахозода должности первого заместителя директора Национального информационного агентства Таджикистана ХОВАР при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Бахозода Сайрам Абдусаттур от должности первого заместителя директора Национального информационного агентства Таджикистана ХОВАР при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года об освобождении Усмонийона от должности директора государственного учреждения Фонд поддержки предпринимательства при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Усмонийона Фирдавса Абдулхай от должности директора государственного учреждения Фонда поддержки предпринимательства при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Зохиди чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Зохиди Низомеддина Шамсиддин-Зода чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 10 апреля 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Кодири Ардашера чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Малайзии. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Кодири Ардашера чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Малайзии. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 10 апреля 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Соли Рустама чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Грузии. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Соли Рустама чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Грузии по совместительству. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 10 апреля 2019 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года о назначении Нозири Хусрава первым заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Нозири Хусрава первым заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года о назначении Бобозода директором государственного учреждения Фонд поддержки предпринимательства при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Бобозода Хокимшоха Джурахона директором государственного учреждения Фонд поддержки предпринимательства при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года о назначении Резвонзода заместителем председателя правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Резвонзода Фирдавса Зикра заместителем председателя правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года о назначении Сайфзода заместителем председателя правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Сайфзода Шахлот Джамол заместителем председателя правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 апреля 2019 года о назначении Бакозода заместителем председателя Комитета по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Бакозода Сайрам Абдусаттур заместителем председателя Комитета по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Сегодня в культурно-развлекательном парке имени Абдулкасыма Фердауси города Душанбе провожали новобранцев в ряды национальной армии. Слова поздравления от руководства, показательные выступления от солдат, песни от деятелей культуры. Чем еще радовали молодых ребят, узнавала наша коллега. По инициативе двух государственных структур Министерства обороны Республики Таджикистан и Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана в культурно-развлекательном парке имени Абдулкасыма Фердауси города Душанбе прошли торжественные проводы новобранцев в ряды национальной армии. Сначала призывники во главе с солдатами, военнослужащими, офицерами, курсантами военного лицея, личным составом Министерства обороны торжественным маршем прошлись от входа в парк до места проведения торжества. А здесь виновников торжества встретили овациями, звуками карна и сурная. Такие проводы повышают чувство патриотизма у ребят. Мы, молодежь, решили добровольно прийти сюда и пройти военную службу. И неважно, год, два, ведь служба – это священный долг каждого достойного сына Родины. Я с детства мечтал пройти военную службу, ведь это долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого мужчины. Затем представители Министерства обороны и Комитета по делам молодежи и спорта выступили с речью. Участники торжественной церемонии не раз отмечали, что служить сегодня в армии престижно, и приобретенные навыки однозначно пригодятся ребятам по возвращению домой. И, конечно, не обошлось без показательных выступлений. Молодые солдаты продемонстрировали присутствующим свое владение строевыми приемами. Официальная часть мероприятия позади. На сцену вышли деятели культуры. Они исполнили патриотические песни, танцевали, продемонстрировали другие музыкальные номера. В Раште праздничным парадом молодых новобранцев проводили на службу в армию. Напутствия от родителей и старших по званию звучали в адрес призывников. Подробности в следующем материале. По главным улицам Рашского района торжественным маршем прошлись будущие солдаты Вооруженных сил Республики Таджикистан, студенты и школьники, активисты региона, ветераны труда и спорта. Проводы в армию как праздник отмечают здесь уже не в первый раз. 2 раза в год осенний и весенний призыв проводится в такой яркой агитационной форме. Призыв касается лиц, достигших ко дню призыва 18-летнего возраста, а также граждан старших призывных возрастов. Местные власти в своем обращении призывают молодежь отдать долг родине и пройти службу в Вооруженных силах республики. На торжественном собрании по случаю весеннего призыва по инициативе на главной площади района собрались новобранцы и их родители, председатели махалинских комитетов и совета старейшин, а также молодые активисты района. Девушки в яркой национальной одежде, развивающиеся флаги страны как символ мира и благополучия, а армия как гарант стабильности в регионе. В подтверждение слов выступающих перед зрителями выступили военнослужащие местной воинской части с демонстрацией военных навыков и технических возможностей. В завершении торжественного собрания перед зрителями выступили местные мастера искусств. Географическое местоположение производства продукции. Под таким названием сегодня в Душанбе прошла конференция, организованная Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан в сотрудничестве с Европейским Союзом. Подробности у наших коллег. В целях улучшения торговых маршрутов между государствами Центральной Азии, а также определения географического местоположения производства в Душанбе по инициативе Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан в сотрудничестве с Европейским Союзом прошла конференция под названием «Географическое местоположение производства продукции». В работе конференции приняли участие представители азиатских стран, дипломатических корпусов, послы, иностранные и отечественные бизнесмены. Было отмечено, что эта инициатива сыграет важную роль в содействии продвижения бизнес-целей стран и в улучшении качества продукции. Я очень счастлива, что мы собрались здесь в рамках конференции для определения географического местоположения производства как продовольственной продукции, так и ремесленной. Европейский Союз поддерживает эту конференцию.
Целью является создание благоприятных условий для Таджикистана и стран региона в торгово-экономическом сотрудничестве. When it comes to high quality products from Tajikistan. Стоит отметить, что эта встреча состоялась в рамках годов развития села, туризма и народных промыслов в Таджикистане, поэтому здесь была также развернута выставка народных ремесел. Центральноазиатская конференция под названием «Географическое местоположение производства продукции» будет длиться 2 дня. Ожидается проведение нескольких встреч и переговоров.